В сеть попала переписка администратора канала печально известного интернет-сообщества в социальных сетях, в которой тот напоминает одному из подписчиков о последствиях за нарушение правил в игре. В ход вступают угрозы его родителям и ему самому. Сопровождается это психологическим давлением и оскорблениями. Исправить нарушение якобы можно только кровью, совершив суицид. А вот в Челябинске выносят приговор такому же администратору группы, который довел восьмиклассницу до самоубийства накануне за выход из игры. Он требовал от девочки 23 тысячи так называемых отступных рублей. Ежедневно сумма увеличивалась. Одно из последних сообщений злоумышленника содержало фразу «деньги или смерть». Тогда-то школьница и свела счеты с жизнью. Такие случаи в Российской Федерации известны. Слава богу, в нашей республике пока подобных прецедентов не было. Но для того, чтобы не допустить этого, мы же понимаем, что в киберпространстве административные границы отсутствуют. И преступление человек может совершить, физически находясь очень далеко от объекта внушения. Какое внимание уделяется детской безопасности в киберпространстве? Ведь гаджеты имеются почти у всех детей. Родители, стремлясь обеспечить материальное благополучие семьи и своих детей, к сожалению, не успевают уделить должной мере внимания воспитательному аспекту. Они не всегда знают, в какие игры играют, в каких социальных сетях сидят их дети, с кем они там общаются и чем занимаются. Здесь, прежде чем дойдет ситуация до необходимости вмешательства органов внутренних дел, необходимо приложить определенные усилия другим субъектам профилактики правонарушений. И в первую очередь должны позаботиться о безопасности своих детей сами родители, чтобы не возникло необходимости у полиции вмешиваться. В частности, последний пример, который можно привести как иллюстрацию угроз кибербезопасности в нашей республике, это ситуация, когда ребенок 10-11 лет, играя в онлайн-игру, руководствуясь указаниями, которые ему отдавал в кавычках администратор или модератор этой игры, перевел деньги со счета своей матери на счет этого мошенника. Ну и, конечно, назревает вопрос, что толкает подростка подписываться на подобные группы в социальных сетях и почему просто не покинуть ее, почему не сообщить полиции об угрозах в свой адрес. Психологи объясняют это явление зависимостью. Ни одна зависимость не создается в моменте. Ряд причин было до этого. Первое, если мы берем детей до 14-15 лет, это отсутствие внимания, родительского внимания, живого общения. Это раз. Нет графика, дисциплины ребенка. Ребенку очень важно быть занятым. С 8 лет у ребенка уже идет на психоэмоциональном уровне, у него должна вырабатываться ответственность, то есть заправить свою кроватку, подготовить свой рюкзак и так далее. С 8 лет, если ребенка не приучать к этой ответственности, опять-таки он не знает, куда деть свою психическую энергию. У ребенка очень много психической здоровой энергии, и тогда он ее начинает, если нет живых игр, нет живого общения, ему нужно ее куда-то направить. А сейчас век технологий, он начинает ее направлять куда? Туда, что диктует социум. Это модно, это интересно. Еще одна причина – глубокие, тяжелые психоэмоциональные состояния родителей, недостаток любви, отсутствие понимания и интереса со стороны родителей, полная безучастность к их маленькому миру приводят к разрушению его внутреннего состояния. Родители представляют огромный авторитет для детей, нельзя с них требовать не сидеть в телефоне, если сами сутки напролет листают ленту в социальных сетях. В их силах направить его талант в нужное русло и развить в нем личность, а могут, как оказалось, и вовсе погубить. Просто в здоровой форме хочет походить на родителя, это авторитетность на уровне сознания. Если этого нет, то есть, например, родитель, он как высокую такую фигуру не видит, у него все равно на бессознательном уровне есть авторитетность родителя. Родитель – это его мир. И тогда у ребенка, здесь интересный фактор еще в чем, идет рассинхрон. Рассинхрон с тем, что родитель говорит одно, а сам делает другое. И тогда ребенок, ему можно 10 раз сказать, не делай так, но он сделает так, как делает родитель. Это насмотренность. Когда идет увлечение играми и идет зависимость, это уже рассинхрон с реальным миром. Ребенок уходит в виртуальный мир по всем тем причинам, которые я назвала, потому что там, в виртуальном мире, для него становится более безопасно.
Здесь подорвана безопасность. Суицидальному поведению способствует низкая стрессоустойчивость, эмоциональная нестабильность, максимализм, эгоцентризм, зависимость от мнений окружающих, ярко выраженная потребность в безопасности, доверии и любви, объясняют психологи. И корень всей проблемы не в самих подростках, а именно в родителях, поэтому зачастую проводят сеанс не с ребенком, а с папой или мамой. Возьму такой, знаете, очень острый пример эмоционального состояния ребенка и как идет связка эмоционального состояния ребенка с родителем. У меня клиентка, у которой она пришла с запросом с тем, что ее ребенок ранит себя, наносит себе увечья, бьет себя, ранит себя острыми предметами. Что, куда ей посмотреть, что сделать. И на фоне этого отец этого ребенка еще больше наказывает, чтобы он боялся и не делал этого. Потом у них в семье с супругом тоже разногласия, и она вот в таком состоянии приходит. Я ей объясняю, что с ребенка я не беру в терапию, и с ребенком работать не нужно, нужно работать с ней, потому что это ее эмоциональное состояние из ее детства. Мы с ней работали одну сессию. Если ребенок себя резал в течение недели 3 раза, то после сессии он сначала начал себя, наносил себе увечья в месяц 1 раз, и потом перестал. Опрошенные нами учащиеся Центра образования Магаса вину полностью с детей не снимают. Я считаю, во всем этом виноваты сами дети, которые скачивают эти игры за счет интереса, который проявляют к этому всему. Также бывает социальное давление со стороны одноклассников. Ты слабый, что ты не скачаешь. Поэтому они скачивают и потом из-за этого страдают. Я лично с таким не сталкивалась, и знакомых тоже не знаю. Это, конечно, плохо очень, то, что дети из-за этого ведутся на это. И виноваты создатели этого всего, но и отчасти дети сами тоже, потому что они ведутся на это, то есть туда, куда не надо, идут, хотя они знают, что это опасно, все такое, но все равно идут на это. Иногда друзья подговаривают и так далее. Государственная политика основывается на обеспечении единства прав и обязанностей, ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетнего. Причинение ему вреда, доведение до самоубийства влечет за собой уголовную ответственность и наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет. Адам Мережков, Али Зязиков, Магас, 24.